Следующий поединок. Матч-реванш. По правилам ММА в легком весе до 70,3 килограмм. В красный угол приглашается Егор Голубцов. Встречаем бойца! Александр, что можно сказать по их первому поединку двух этих бойцов? Он был очень скоротечен, и что-то показал он или как? Это был, такой тотальный апсет. Сухров нокаутировал Егора за 10 секунд первого раунда. Никто этого не ожидал, вообще никто этого не ожидал. Я думаю, что здесь сказал все-таки расслабленность и недооценка соперника. Потому что заменили последний момент тем соперником, который был готов на коротком уведомлении выйти. И на тот момент Сухров был подающим надежды любителям, не более того, а за плечами Егора был достаточно серьезный профессиональный опыт. Но я надеюсь, что он сделал выводы из своих ошибок. И оба бойца дерутся на турнирах нашей организации. Мы занимаемся их менеджментом, и такое двоякое впечатление у меня сейчас и двоякие эмоции, но могу признаться, очень переживаю за Егора. Вот он выходит в ринг как раз. Да. Дорогие друзья. И за то время Сухров Довлатов показал, что он является не просто, что та победа, возможно, была не просто случайностью, а что он является тоже очень сильным и интересным бойцом. Да, при этом мы увидели также бой с Вадимом Кафаровым, в котором Сухров был просто нокаутирован. Да. И, собственно, такое... Ситуация сейчас напряженная, я бы не рискнул давать какие-то прогнозы или оценки после первого боя, поэтому, как и все телезрители, наверное, мы сейчас будем, затая дыхание и нервничая смотреть. Следить за этим боем, да. Следить за этим боем. Весовая категория легкий вес, 70 килограммов 300 граммов. Представляющий зал Сухров Довлатов. Сейчас выйдет Сухров Довлатов. Сухров благодарит ОТС Транс в лице Розикова Артура за финансовую поддержку. Встречайте бойца аплодисментами. Хотелось бы сказать, что оба бойца имеют большую фан-базу, которая присутствует здесь в зале, большой поддержкой, оба пользуются. Мы видим зал полный. Зал полный, да. В углу у Егора сразу несколько секундантов. Это Сергей Шумилов, главный тренер клуба Урал Топ Тим, город Талица, который воспитал несколько очень серьезных бойцов, как в любительских видах спорта, так и по профессиональному ММА. Валентин Овсянников, главный тренер спортивного клуба «Мобилизация», город Екатеринбург. У Сухроба Довлатова его бессменный тренер Мага дает ему последние наставления. Мы видим, что он тоже сосредоточен. Но меня начинает уже потихоньку потряхивать. Согласен, да. Я тоже в таком предвкушении интересного боя. Причем оба бойца бьющие могут работать как в партере, так и в стойке. Оба нокаутеры. И поэтому нас ожидает очень интересный поединок. Синего ринга боец из города Душанбе, Таджикистан. Ему 20 лет. Рост 178 сантиметров. Кстати, на наших экранах только что был вице-президент байк-клуба «Черные ножи» город Екатеринбург. Да. Один из турниров мы проводили этим летом как раз на байк-слете. Совместно с ними. Да, очень интересно получилось. Вот объявление бойцов. Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Каменск-Уральский, Россия. Ему 27 лет. Рост 178 сантиметров. Чемпион Урала и Сибири по ММА. Профессиональный рекорд. 8 поединков. 6 побед. 4 досрочно. 2 поражения. Егор Голубцов! Зал разделился реально на две части. Да, кто-то болеет за Егора, кто-то, конечно же, за Сухроба. 107 лет старше
Егор своего соперника. Может ли это сказаться, Александр, или в Ну, принципе это... вообще это может сказаться, в общем-то, в физической подготовке, но функционалка – это один из коньков Егора, поэтому я не думаю, что он сильно устанет. Да. При этом Сухроб очень сильно подтянул также функционалку, да, я там недавно видел видео с его тренировки, где он 8 минут без перерыва бьет там, в добивании мешок, там, пневмогрушу и так далее. Это как бы тоже очень серьезная функционалка, оба заряжены. Оба заряжены, да. Атмосфера так очень накалена в зале. И вот только ждем команды рефери для начала поединка. Да, будет видно. Первый раунд из двух. Напоминаю, что при невозможности вынести решение судьями за 2 раунда будет добавлен экстра раунд. Очень высокие ставки в этом бою. Да, Поэтому ну, соперники не рискуют идти в размен, как там Вадим, например, и Маруф. Борьба в стойке. Егор борется за захват. Очевидно, что он хочет пройти в корпус, но и каким-то образом свалить Егора. Вот он оказывается в таком положении гильотины, но мы видим, что не зафиксированы ноги. И вы посмотрите, что происходит сейчас. Потеря сознания. Да, Мне нечего сказать даже. задушил, как говорится, уснул Егор Голубков. И вот сейчас будет приглашен врач. Нет, все в порядке, он приходит в себя. И снова досрочная победа. И снова в самом начале первого раунда. Да, Сухроб доказал, да, что первая победа была не случайна. Да, абсолютно верно. Бойцы обмениваются рукопожатиями, дружески приветствуют друг друга. уважение между бойцами. Да, это, конечно. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке удушающим приемом побеждает боец синего угла Сухроб. У меня просто нет слов, я не знаю, что сказать. Да, меня переполняют тоже эмоции. Мне было очень интересно посмотреть, как пройдет второй поединок после того первого такого быстрого нокаута. И вот мы снова видим такое же, снова очень досрочная быстрая победа. Ну, будем следить за нашими бойцами. Это хорошо, что в нашем регионе растут такие звезды, скажем так, нашего местного уровня. Будем следить за их дальнейшими выступлениями. Да. Да. Причем, заметьте, да, удушение было произведено без фиксации ног. Да. Но это прям, не знаю, я думал, что это не опасная ситуация. Да, Ситуация, да, она не казалась такой, как развернулось потом событие. Вот. Оказалось, физики рук хватило. Да, абсолютно верно. Ну, конечно, бой потрясающий, очень Бой скоротечный. потрясающий, скоротечный, но при всем при этом очень вся публика была заинтригована, конечно. Да. И